Время актуального интервью. Сегодня отмечается Международный день музыки. И мы поговорим с представителем Русского драматического театра о том, как переплетается музыкальное и театральное искусство, а также о прошедших гастролях в рамках федерального проекта «Большие гастроли в Магадане». Гость студии – заведующий музыкальной частью Государственного академического театра имени Пушкина Сергей Ацегейда. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие постановки вашего коллектива были представлены перед магаданским зрителям, какие спектакли понравились больше всего, ну и как в целом магаданцы оценили наш театр? Доброе утро, дорогие телезрители. Хочу пожелать в первую очередь хорошего дня и поздравить с праздником всех моих коллег с этим знаменательным днем, Днем музыки. Что касается наших гастролей в городе Магадан, то, впрочем, как и любые гастроли за мою личную практику работы в Государственном театре имени Пушкина, отзывы крайне положительные. То есть, если кому-то, может быть, даже будет интересно, можно зайти на страницу и нашего театра, и театра Магаданского в Инстаграме и посмотреть. Отзывы очень положительные. А спектакли «Капитанская дочка», ну, это такие вот хрестоматийные, да, именно пушкинские спектакли, «Два берега одной победы», «Тетки», комедия, два детских спектакля, это «Бременские музыканты» и «Золотой ключик», ну, «Буратино», да, соответственно. И другие спектакли, ну, в общем и целом можно охарактеризовать одним словом: на каждом спектакле аншлаг. Ну, я так понимаю, из спектаклей все классическое, все классические произведения. Нет, есть там те же «Тетки», это не совсем классическое, это современная пьеса, комедийная. Вот, кстати, нашему народному артисту отмечали юбилей на этих же самых гастролях Эдварда Сукупшису. Так что, пользуясь случаем, хочу его поздравить, если в записи он будет смотреть эту передачу, пожелать ему всего самого хорошего. Ну и любой аншлаг на спектакле — это свидетельство того, что зрителю нравится. Если изначально билеты были раскуплены не все, то понятно, что по сарафанному радио у нас это очень-очень хорошо работает. Замечательный рекламный контент, можно так сказать, с давних пор. Люди раскупили билеты до самого последнего спектакля. Присоединяемся к поздравлениям вашего коллеги. И вас тоже хотелось бы поздравить с Международным днем музыки. Спасибо. И в связи с этим к вашей профессиональной деятельности вопрос: какая роль отведена именно музыке в театре и в спектаклях? Вообще, у нас есть два, не знаю сказать, учреждения, наверное, да, которые включают в себя все виды искусств. Это театр и церковь. Поэтому, что касается именно музыкальной темы в театральной жизни, то, конечно же, она занимает далеко не последнее место. И если прийти на любой из наших спектаклей, то наличие музыкальной темы и обилие вообще музыки, и то, какое большое внимание этому уделяется, своими объемами и, в общем, поражает. Поэтому мы стараемся, наш театр старается уделить очень пристальное внимание именно музыкальному оформлению. Как правило, рядовой зритель, когда приходит на спектакль, он не понимает, как создается, как производится этот продукт на свет и как переплетается как раз-таки театральное и музыкальное искусство. Приоткройте небольшую завесу, как это все работает в техническом плане. На самом деле никакой тайны нет, просто есть специфика определенной работы, да, и здесь искусство, оно можно сколько угодно планировать, можно сколько угодно какие-то шаблоны, так сказать, для себя рисовать, но будучи работая над тем или иным спектаклем, ты понимаешь, что в какой-то момент ты можешь просто взять, все изменить, все поменять. Конечно, какие-то там наметки всегда бывают, да, но все рождается, основная, скажем так, линия может родиться уже чуть ли не за несколько дней до премьеры и выстрелить, сделать большой эффект, произвести фурор, можно так сказать. Все зависит от того, насколько режиссер, тот или иной, да, потому что, очень много зависит именно от постановщика того или иного спектакля, будет, скажем так, в этом плане сведущ и образован музыкально. Поэтому здесь факторов на самом деле огромное количество. Иногда бывает, что
родиться что-то очень-очень хорошее, красивое. Иногда нет, но тем не менее всегда весь коллектив, вся труппа принимает в этом участие, стараются. И у нас, должен вам сказать, что есть некоторое количество спектаклей, где в принципе актеры поют вживую, и это достойно уважения, с моей точки зрения. Вы вот упомянули, что даже бывают случаи, когда в одном и том же спектакле в связи с какими-то событиями меняется музыка. А вот из вашего репертуара есть ли какой-нибудь спектакль, в котором начинали изначально с одним музыкальным сопровождением, а потом его изменили? Ну, на самом деле, конечно, даже не один. То есть спектакли, в которых все могло родиться там впоследствии. Это тот же «Два берега одной победы». То есть там вот, когда работа начинает кипеть, вода же тоже потихонечку, постепенно закипает, не сразу. И вот все это бурлит, кипит, и все эти творческие мысли постановочной части могут прийти впоследствии. То есть там были моменты, где фактически за несколько дней что-то могло поменяться, что-то добавиться, что-то наоборот убраться. То есть, ну, и творческая работа, она этим отличается, что практически до конца спланировать все невозможно. Но в этом-то и основная соль происходящего, можно так сказать. Много ли в вашем театре используется оригинальной музыки? В смысле, авторской вы имеете Да. в виду, да? Достаточно много. Вот, опять-таки, возвращаясь если к репертуару, мы очень тесно сотрудничали, и в будущем, возможно, еще будем сотрудничать с композитором Виктором Климиным, который написал музыку не для одного спектакля нашего репертуара. Это там, «Созвездие Марии», «Два берега одной победы». Некоторые вещи у наших зрителей просто, в принципе, на слуху. И эта вся музыка авторская, она создана непосредственно для того или иного спектакля. То есть... Вы упомянули всего одного автора, вы только с одним работаете, и вообще как Нет, я упомянул... сложно ли находить своего автора, чтобы он написал именно ту музыку, которая вам необходима? Вот действительно вы правы, в этом заключается как бы основная сложность, потому что у нас, как сказать, в советское время это было более развито, да, и люди, с которыми мы работаем, им, как правило, уже далеко за, и они заканчивали еще тогда, композиторским искусством занимались, да. Просто здесь еще надо понимать, что существует определенный синтез между режиссером-постановщиком и авторами, да, это такие как автор пьесы, да, то есть если тандем сложился, то режиссер, как правило, обратится в очередной раз к этому же самому композитору и будет с ним работать, потому что уже нашел общий язык, уже есть какие-то точки соприкосновения. Даже если мы посмотрим и коснемся каких-нибудь наших аксакалов, да, нашей страны, да, там, таких как Марк Захаров там, и многие другие, Эльдар Рязанов, они, как правило, работали со своими композиторами. Не исключение и театральные постановщики, то есть у них вот это взаимодействие присутствует. Как правило, они работают с теми, с кем начинали. Вот. А за последние годы в практике театра были ли спектакли, которые поставлены исключительно на музыкальной основе? Были спектакли, да, у нас есть замечательный спектакль в репертуарном плане. «Очи черные», например, там сплошь пронизан музыкальными композициями, произведениями. Огромное количество сказок, которые для детей, да, утренние спектакли. Это «Бременские музыканты», это «Алиса в стране чудес». Для последней вообще музыка была написана, опять-таки же, с нуля, да, композитором. Поэтому у нас очень музыкальный театр, и тот зритель, который к нам приходит, он прекрасно об этом знает, понимает. Помимо всего прочего, с недавних пор, с прошлого года, с прошлого сезона, точнее, да, мы ввели практику, концертную практику, то есть попытались сделать синтез концертного исполнительства, да, это наши актеры выступают в качестве певцов, и объединить это все с драматическим искусством. Вот на 9 мая мы сделали концерт военных песен, и собираемся к Новому году сделать нечто подобное, но уже, соответственно, с другой тематикой. Так что... Музыка, которая у вас не авторская, не оригинальная вашего театра, как с ней происходит работа, как происходит взаимодействие с авторами и как обстоят дела с защитой авторских прав?
Ну, здесь очень просто. У нас существует российское авторское общество, и те композиторы, которые уже либо имеют договор с этой организацией, да, там производится определенное отчисление от каждого показа, да, и либо же мы работаем напрямую с тем или иным композитором, и уже как бы все тоже проводится через авторское общество российское. То есть здесь схема очень простая. Я думаю, зрителям не совсем будет интересно всю линейку прослеживать, но тем не менее все это, скажем так, уже законно и давно работает как часы. Вот, Отлично. 1 сентября у вас открылся без малого уже 129-й сезон. Какие спектакли и какие премьеры вышли в театре и, возможно, еще выйдут? Так, ну у нас до Нового года в этом сезоне планируется выпустить 2 спектакля. Это «Сказка для детей. Волшебник изумрудного города» и вечерний спектакль по пьесе Рэя Куни, уже часто используемого в нашем театре драматурга, «Слишком влюбленный таксист». Вот. Будут прежние режиссеры с Алтая, с Петербурга. И, ну, как бы, на самом деле, что касается именно репертуарного плана, Русский драматический театр всегда старается держать эту планку и как можно больше спектаклей выпускать и каких-то, в принципе, мероприятий. Да, я уже сказал, что мы планируем в Новый год сделать еще один музыкальный концерт в формате синтеза драматического искусства, именно вокального. То есть пытаемся развиваться, расти и, учитывая статистику посещаемости, я так понимаю, что у нашего театра это очень неплохо получается. Из этих 2 спектаклей, которые вы сейчас назвали, что интересного в музыкальном сопровождении? Дело все в том, что они еще в работе, поэтому как бы сейчас техническая база подготавливается. Вот наш театр приедет как раз с гастролей буквально вот-вот на днях, и работа уже начнется на месте, плодотворно, будут встречи с режиссером, будет начинаться репетиционный процесс. И все, механизм запустится и уже будет работать на всю катушку. Поэтому пока еще об этом говорить рано. А сколько времени в среднем уходит на подготовку одного музыкального сопровождения, точнее музыкального сопровождения к одному спектаклю? Эта работа, этот рабочий процесс начинается с момента вообще начала работы над спектаклем и заканчивается фактически уже перед самой сдачей спектакля. То есть оно всегда равно Оно всегда работает, над самим какие-то спектаклем? добавляются моменты, какие-то, может быть, убираются. Нет такого, что вот ты выбрал, закончил и все. То есть этот процесс, он как бы взаимодействие между и звукооператором, между и постановочной группой, да, то есть режиссеры, там, заведующий музыкальной частью, там, литераторы и так далее, вплоть до администраторского цеха. Поэтому здесь как бы очень большое количество людей принимает участие в создании над спектаклем. В этом основная сложность, но и в этом же большое преимущество, потому что когда мы получаем отдачу от такого большого количества людей, работающих над произведением, то, соответственно, результат превосходит все ожидания. Сергей, в завершение, год театра уже подходит к концу. Вам лично, возможно, даже не только с музыкальной, но и вообще, какое событие театральное запомнилось больше всего за этот год? Ну, наверное, тот факт, что мои коллеги, работающие со мной в одном театре, в очередной раз доказали, показали, что они способны собирать полные залы, вне зависимости от того, работают ли они на площадке и в стенах своего родного театра, либо же едут куда-то на гастроли. Поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день я очень горд, что работаю в этом учреждении, что работаю со своими коллегами. И поэтому, я так думаю, вот выезд на гастроли, хоть я и остался здесь, как бы, да, кому-то нужно было остаться, а выезд на гастроли в Магадан, ну, наверное, это главное событие уходящего года. Ну что ж, Сергей, спасибо за беседу. Еще раз поздравляю вас с Международным днем музыки, вас и ваших коллег. А я напомню, что на тему музыки и театра мы поговорили с заведующим музыкальной частью Государственного академического театра имени Пушкина Сергеем Ацегейдой.